Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Встречи с населением и трудовыми коллективами города прошли в рамках Единого информационного дня. Подготовка и проведение 73-й годовщины Великой Победы, весенне-полевые работы, проведение субботников, а также новый закон в сфере ЖКХ стали его главными темами, рассказывает Марина Баринова. Мероприятие, проведенное в рамках Единого информационного дня, позволило канашцам ближе подойти к решению своих проблем. Мы живем, в общем, на острове. У нас вода с наших домов частных никуда не уходит. Мы обращались, конечно, 2 года тому назад, но никаких мер нет. Это словами не рассказать, это надо просто кому-то прийти и посмотреть, где мы живем. Мы не кооперативно обращались уже. Мы, может быть, если даст возможность нам с кооперативной людям, врезку сделаем сюда, обсчитаем все это в порядке. Я потому что столько лет там живет, это родительский дом наш еще. Мне 1,5 месяца дайте. Хорошо, хорошо. Запишу. Хорошо, спасибо, что обещаете. 1,5 месяца. Я надеюсь, что поможете нам. Хотя бы один колодец мы туда сделаем, да, и в ливневку выведем. Информационная группа, в состав которой вошли глава администрации Виталий Михайлов и руководитель управления Роскомнадзора по Чувашской республике Татьяна Евдокимова, встретились с трудовым коллективом детско-юношеской спортивной школы имени Владимира Петровича Воронкова, где подробно рассмотрели повестку дня. Законопроект в сфере ЖКХ позволит собственникам квартир самим заключать договора на поставку горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и отопления, а также на вывоз мусора напрямую с ресурсоснабжающими организациями. Вопрос актуален. Почему? Потому что и правительство этим озаботится, управляющие компании не все добросовестные, не у всех хорошее финансовое положение. И из-за того, что есть недобросовестность и страдает финансовое положение предприятий, деньги до адресатов не доходили. Сейчас вопрос стоит так, чтобы эти деньги доходили до адресатов, до тех, кто оказывает именно непосредственно эти услуги. Тщательно остановились и на благоустройстве города. И первым, что необходимо сделать уже сейчас, это провести субботники. Остается дождаться окончания дождей и приступить к благоустройству городских и придомовых территорий. Как жителям, так и администрации города. Как отметил глава, задачи уже поставлены. В ближайшее время начнется строительство мусороперегрузочной станции. Уже начат ямочный ремонт дорог. Отремонтируют дорогу по улице Фрунзе, приведут в порядок 18 придомовых территорий. В ближайших планах сделать дорогу в районе Элеватора и по улице Карла Маркса. Впрочем, это еще не весь список грядущих перемен. Главное, подчеркнул глава, это делать совместно с канашцами. И город обретет новую жизнь. Марина Баринова, Павел Павлов. Вести недели. Они талантливые и перспективные молодые люди. В Канаше активно работает молодежное правительство. Какие вопросы их волнуют, узнавала наш корреспондент Ирина Константинова. Очередное заседание школьного парламента города Канаша прошло на базе Дома детского творчества. Куратором движения является Наталья Золотова. На предыдущих встречах ребята избрали председателя и определились с комитетами. По счету их 3. Наш парламент был создан в этом году указом, получается, президента Чувашской республики, и мы являемся подмогой настоящим депутатам. Первоначальной, первостепенной задачей мы ставим изменения в жизни не только школьников, так как мы являемся школьным парламентом, но и вообще всего города для того, чтобы улучшить его жизнь, поскольку все-таки взгляд молодежи на какие-то актуальные проблемы, он является немного отличным от взгляда жителей города более такого старшего возраста. На встречу со школьниками был приглашен депутат городского собрания депутатов Сергей Салдаев. Он активно пообщался со старшеклассниками, рассказал о своей деятельности. Исполнительная власть обеспечивает исполнение законодательных нормативных актов. Наша, получается, законодательная власть. Да? Принятие бюджета в первую очередь, тем более как глава бюджетной комиссии, принятие решений, направленных на регистрацию каких-либо законодательных актов, разграничение деятельности администрации в области земельного управления, самоуправления. Вопросов достаточно много чего рассматривается, вплоть до награждений. То есть, когда рассматриваются какие-то награждения грамотами, почетными, это все принимается собранием депутатов. Не так, что кто-то пришел, решил, а собирается собрание депутатов и уже голосуют.
И каждый депутат, естественно, своего округа, каждый поддерживает, по крайней мере, старается поддерживать свой округ, естественно, да. Ну, вот как глава бюджетной комиссии скажу, что, к сожалению, иногда апельсин бывает один, а кусочков у нас и даже не 8, гораздо больше, 21, по-моему, округ у нас по округу наши, да. Вот таким вот образом, порой иносказательно или же, обходя научные слова, приглашенный гость рассказал о деятельности депутатского корпуса. Встреча проходила в форме диалога. Молодых людей интересовали отнюдь не детские вопросы. Как идет процесс становления моногорода Канаша, откуда и как формируется бюджет города. В общем, было о чем поговорить. По повестке дня ребята обсудили 3 вопроса. В последнем утвердили положение о проведении конкурсов творческих работ ко Дню Победы. Это лучшие фотографии и чтение стихов. Талантливых чтецов сначала определят в полуфинале в школах, а затем совместно с Канашской студией телевидения зрительским голосованием должны определить победителя. Вы отбираете и, пусть через меня, например, приглашаем телевидение в вашу школу, но там должны быть уже только самые лучшие. Не все, кто хотел сниматься, а те, кто твердо знает материал, кто действительно прям литераторы могут принять участие в выборе. Очередной задачей перед школьным правительством стоит помощь малоимущим семьям и детям, живущих в них. Ребята планируют к следующему учебному году собрать канцелярские принадлежности. Подытожив, можно отметить, молодежный парламент определил цели и задачи и смело к ним идет. Ирина Константинова, Елена Блатцева. Вести недели. В Канаше реализовали новый социальный проект «Лица Чувашии». Галерея включает 20 выдающихся представителей чувашского народа. С экспозициями уникальной выставки и творческими работами учащихся школы познакомилась Марина Баринова. Выставочный стенд, расположенный в фойе школы, это портреты и краткая биография известных представителей Чувашии, с которыми могут познакомиться все желающие, а также деятели российской науки и культуры, чей жизненный путь пересекался с нашей республикой. Я думаю, что эта выставка в рамках образовательного пространства будет иметь очень большое значение. И пройдя вдоль этой галереи, можно в каждом увидеть такую простоту человеческую и неземную звездность каждого из нас. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что проект будет расширяться. У учащихся есть возможность уже сегодня собрать краеведческий материал о выдающихся людях своего района и стать участником республиканского конкурса «Мой народ, моя гордость». Перед каждым районом поставлена задача перед детьми провести научно-исследовательскую работу об уроженцах своего района, о тех, кем мы можем гордиться, о том, кто сегодня, может быть, живет рядом с нами или в другой где-то стране, но тот, кто сделал, не хочется говорить огромное, я не знаю, великое дело не только для нашей республики, для России и для всего мира. В течение мероприятия юные краеведы исполнили театральный номер, рассказав о выдающихся людях Чувашии. А краеведы старшего звена провели презентацию о знаменитых людях родного города. Наша школа носит имя Героя Советского Союза Ивана Андреевича Кабалина, участника Великой Отечественной войны. Он сражался на Юго-Западном и Третьем Украинском фронтах, принимал участие в Курской битве, освобождении Харькова и левобережной Украины, проживал в городе Канаш, работал токарем на вагоноремонтном заводе. Таких героев у нас много. Можно сказать, каждый из них герой. Почетный гражданин нашего города, бывший директор городского дворца культуры, талантливый культурный-организатор с фантастической энергией, заслуженный работник культуры Чувашской республики, отличник кинематографии Советского Союза, которая внесла существенный вклад в становление и развитие любимого города. Все это Регина Викентьевна Ивуленок. Маргарита Пилимоновна Данилова, директор Краеведческого музея, председатель гильдии ремесленников, заместитель председателя городского отделения Союза женщин Чувашии, заслуженный работник образования Чувашской республики. Лучик солнца нашего города – Петинская Валентина Павловна, автор многих сборников стихотворения. Следующая – выпускница нашей школы Нина Григорьевна Семедова-Полупан, кандидат социологических наук, доцент, действительный государственный советник Чувашской республики 3-го класса,
заведующая кафедрой социальных технологий Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Теперь у каждого жителя есть возможность внести свой вклад в создание списка выдающихся земляков. На сайте школы номер 11 уже организовано голосование «Знаменитые люди города Канаша». А юные краеведы, в свою очередь, подготовят мультимедийные ресурсы и представят их на республиканский конкурс. Марина Баринова, Елена Блацева, Павел Павлов. Вести недели. Благотворительный фонд «Время помогать» оказывает поддержку детям-инвалидам, детям с трудной судьбой. Вот уже второй раз в Канаше организовали концерт, где вырученные средства пойдут на лечение нуждающихся. Пасхальный марафон шагает по республике, и 14 апреля он дошел до Канаша. На сцене городского дворца культуры выступили именитые артисты, солисты ведущих театров республики. Пасхальный колокольный звон в исполнении выпускника школы звонарей Ильи Михайлова стал первым выступлением и украшением концерта. В исполнении звонкоголосой солистки театра оперы и балета Маргариты Финагентовой и ведущего солиста Чувашской филармонии Юрия Каткова прозвучали как сольное выступление, так и в дуэте. И, как всегда, это было волнительно и трепетно. Я услышу за тысячи верст. Мы долгое друг друга. Изысканное звучание скрипки, то протяжно, как будто страдая, а то игриво, приковывало внимание зрителей к Эльвире и Петру Маркедановым, солистам Чувашской государственной симфонической академической капеллы. Замечательный концерт высокой музыки в исполнении профессионалов не оставил равнодушным ни одно зрительское сердце. В окончании концерта все желающие смогли воодушевиться игрой в колокола. Ирина Константинова, Елена Блацева. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает за покупками. Свежее мясо, копчености, колбасы. Низкие цены всегда. Свинина 1 килограмм 159,90. Сыры известных производителей. Прилавки порадуют многообразием видов, широким ассортиментом товаров. Здесь приобретете все, что нужно для домашнего уюта, праздничного стола или что-то лично для себя. Как вам магазин «Светофор»? Очень хороший. Я тут сегодня второй раз пришла. Все по низким ценам. Очень качественно, вкусно. Вот конфеты беру, 2 коробки аж, думаю, подарю. Хожу на лечение, думаю, медсестрам подарок. Мы всей семьей уходим в этот магазин со всеми подружками, друзьями. И сюда еще будем ходить и ходить. Спасибо большое этому «Светофору». Все такие низкие цены, как раз нам, пенсионерам, по карману тут. Бытовая химия, техника, постельные принадлежности, детские игрушки. И, конечно же, выберите подарок своим родным и близким. Весна – время перемен. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает вас за умными покупками. Приходите, выбирайте, экономьте вместе с нами. Покупайте товары по акции. Сахар 1 килограмм 19,90. 50 килограммов 995 рублей. Масло подсолнечное 5 литров 199 рублей.